Один за другим в городе строятся многоэтажные строения. Вот и за зданием Центра подготовки кадров возводят очередной дом. Подрядчики обязуются сдать его в конце ноября. Строительство жилья продолжится и далее. Так, чиновники планируют снести дома на улицах Аммосова, Комсомольской и на Ленинградском проспекте. Под пристальным вниманием мэрии и объект в микрорайоне Заречный. Здесь уже снесли ветхое здание старой лыжной базы. Теперь возводят универсальный спортивный корт. Капитальная площадка, которая будет полностью оснащена всеми снарядами, в смысле щитами для баскетбола, воротами для футбола. Ну и на зиму это все будет убираться и заливаться водой, подготавливаться лед, и будет каток. Преображается сегодня и городской парк. Еще год назад назвать этот лесной массив парком было сложно. Теперь здесь асфальтированные дорожки, новое освещение. В скором времени коммунальщики обещают поставить аттракционы для детей. Вопрос реконструкции парка не из дешевых. Проект стоит огромных денег, поэтому работы пришлось растянуть на несколько лет. В этом году мы делаем в городском парке устройство детского универсального городка, очень большого, наподобие будет, как мы сделали в прошлом году на улице 40 лет октября напротив первой школы. На следующий год мы планируем, что здесь продолжим работы по благоустройству. Это будем устанавливать дополнительно вазоны для цветов, урны, скамейки и будем делать центральные входные группы. И также в следующем году планируем установить на центральной аллее в парке фонтан декоративный. Эти все работы планируем в следующем году сделать. И с 2018 года мы перейдем к реализации концепции, которая была принята и депутатами городского совета. Это по обустройству центральной части городского парка, именно памятника Трубки мира. Прийти в парк смогут и жители микрорайона «Аэропорт». Строители уже возводят в том направлении пешеходную дорожку. По ней же из аэропорта можно будет с комфортом прогуляться и в центр города. Итак, Мирный преображается на глазах. И к следующему дню города власти готовят не один подарок мирнинцам. Роман Муконин, Артур Голиков, телерадиокомпания «Алмазный край».